Здравствуйте! Мы продолжаем речь о социальной рекламе и ее роли в общественной жизни нашей страны и нашей республики в частности. В прошлый раз мы говорили о том, чем социальная реклама отличается от коммерческой, и затронули политическую тему. Сказали, что главный посыл социальной рекламы – это все-таки изменение модели поведения, и это принципиальная ее функция, которая является основной. Исходя из этого, очень сложно создавать социальную рекламу, потому что чаще всего это задача энтузиастов. Мы говорили о том, что основными заказчиками являются в мире общественные организации, и здесь, сами понимаете, уровень состоятельности этих общественных организаций не самое важное, на что обращают внимание те люди, которые эту организацию создали, а именно решение общественно значимых каких-то проблем. И во всем мире создание социальной рекламы – это высший пилотаж профессионалов. Тех профессионалов, которые уже набили руку на коммерческой рекламе, которые знают все тонкости и нюансы подачи информации, они понимают, что создать ту рекламу, которая не должна призывать к немедленному действию, так как коммерческая реклама, а должна рассчитана быть на долгосрочную перспективу, это совершенно иной подход и совершенно иные методы воздействия на нас с вами. Мы ведь люди очень консервативные. Чтобы принять решение об изменении своего поведения, мы должны долго получать информацию в этом направлении, нас двигающую. Но согласитесь, если человек курит там лет с 15-16, то в 30 лет уговорить его бросить сигарету, при том, что он все прекрасно понимает. Он понимает, что курить вредно, что это сокращает его жизнь. Мы видим на пачках сигарет, как это губит легкие. Мы везде читаем, что Минздрав предупреждает, курение опасно. Все знают. Сколько человек бросили, исходя только из этих запрещающих посылов. В этом как раз и находится сложность и интерес работы с тематикой именно социальных проблем в рамках вот этого инструмента социальной рекламы. Как сделать так, чтобы люди не отмахнулись, чтобы тот внутренний барьер, который всегда у нас стоит перед информацией нам не нужной или лишней, или напрягающей нас, как сделать так, чтобы этот барьер преодолеть, чтобы тот посыл, который в рекламе заключается, дошел до сердца, до ума, до сознания, может быть, в случае курения до легких. И люди задумались хотя бы о том, а действительно, может быть, пора что-то изменить в своей жизни. Может, пора сделать маленький первый шажочек. Вы знаете, что есть общество анонимных алкоголиков, которые лечат от этого ужасного пристрастия. И в них первое, что говорят, осознай свою проблему. Это первый шаг к излечению. По сути, социальная реклама очень часто выполняет эту важную миссию первого шага – осознать проблему. Очень часто мы не хотим этого делать, очень часто. И говорим, это нас не касается, мы никогда не попадем в эту ситуацию, да ладно, это какие-то там плохо образованные, малосмыслящие, вообще люмпен, пролетарии. Это все с ними происходит. А мы другие, мы лучше, нас это не касается. Но это как раз сложность. И поэтому найти, например, спонсоров для такой рекламы крайне сложно. По той простой причине, что если кто-то вкладывает деньги, организация, то ей нужен финансовый отчет и, самое важное, отчет эффективности. Как измерить эффективность социальной рекламы? Если ее продолжительность воздействия на наше сознание должна быть годами, и только социальной рекламой острые проблемы общества никогда не решить. Это лишь инструмент. Он должен быть вкупе, в гармонии с другими действиями, направленными на изменение поведения относительно той или иной сферы. В нашей стране, конечно, такими действиями чаще всего бывает поддержка государства. То есть социальная реклама борьбы с абортами – это то, что должно идти постоянно от Министерства образования и поддерживаться на всех уровнях. На уровне прессы, на уровне мероприятий молодежных, на уровне бесед ознакомительных с детьми, со школьниками. С самого раннего детства, на уровне бесед с их родителями, которые тоже должны понимать, как и что им говорить своим детям и так далее. То есть это комплекс мероприятий, комплекс. А если мы говорим о такой проблеме, которая не имеет поддержки со стороны государства, то ее решение вообще откладывается и оттягивается на очень длительные сроки. В нашем городе, например,
такой острой проблемой является проблема бездомных животных. Вы все прекрасно о ней знаете, вы все в этом городе живете, время от времени сейчас, весна, осень, когда начинаются естественные в природе инстинкты работают, и животные сбиваются в стаи, или с целью продолжения потомства, да, или с целью просто спастись от холода, от зимы. И эти стаи становятся опасны, конечно. Мы их боимся, это понятно, боимся за себя, боимся за детей своих. И сразу начинается обсуждение. Убить собак, уничтожить, освободить город, спасти город. 70 лет наш город борется с этой проблемой, ну, весь период советского времени, который нам известен, именно таким образом. Их постоянно травят, отстреливают, нанимают, значит, догхантеров, которые этим занимаются, отчитываются шкурами. Разве собак стало меньше? Каждый год отчет идет о том, что уничтожено до 5000 голов бездомных животных только в городе и его пригородах. И каждый раз осенью мы видим эти стаи. Поэтому это ситуация, которая не решается так просто. Но из-за того, что она не имеет сейчас вот такой серьезной поддержки на всех уровнях, получается так, что весь разговор о решении проблемы между нами, между жителями, между волонтерами, так называемыми любителями животных, и теми, кто обвиняет волонтеров в том, что из-за их попустительства бездомные собаки бродят. То, что ни один волонтер свою собаку на улицу не выпустит, это как-то забывается. Это мы с вами. Просто собак своих с дач выпускаем, уехали, бросили животное. Некоторые просто выкидывают, некоторые их, значит, оставляют на цепях, чтобы они там умирали с голодной смертью. Такие, к сожалению, случаи бывают. Кто-то щенков таким образом хотят подбрасывать по подъездам, типа «авось добрые люди возьмут». Нет, у нас город, конечно, самый добрый город, да, в России, насколько я помню, в этом году был признан, но, к сожалению, это не помогает решить саму проблему. Поэтому вот эта ситуация, о которой как раз-таки инструментами социальной рекламы можно говорить, потому что здесь нужно однозначно, кроме того, что государство должно помочь решением чисто коммерческим образом, то есть помочь построить приюты для тех, кто реально нуждается в этой помощи. Одного пункта передержки недостаточно, потому что там именно передержка 10 дней и нет собачки или кошечки. А приют, он долгосрочный, на года. Но здесь надо говорить о том, чтобы изменилось наше с вами сознание. Если мы видим бездомную собаку на улице, мы не должны кидаться от нее или к ней с воплем, или убежать от нее, или, не знаю, убить ее или так далее. У нас же на собак охотятся просто, стрелы от них кидают, там мясо отравленное кидают. Это разве по-человечески, это разве гуманно, люди? Вот поэтому здесь надо как раз говорить о том, чтобы человек не бросал свое животное. Если уж ты взял, ты в ответе за тех, кого приручил. Мы все знаем эту фразу, которую маленький принц сказал в свое время еще. Причем фраза была сказана во время Второй мировой войны. Фраза, призывающая к добру. Мы в ответе. Вот чтобы мы с вами прочувствовали эту ответственность, здесь как раз очень важна полноценная, долгая и разнообразная, и интересная реклама. Плюс, конечно, различные действия, там, встречи, воспитание добра там, у детей, у взрослых. Ничего не поделаешь, у нас как-то все больше жестокость воспитывается. А надо добро воспитывать в нашем сознании. И тогда проблема будет решена, в том числе и благодаря этому методу. Далее, что хочу еще сказать по поводу социальной рекламы. Значит, вот проблема, которая неожиданно является у нас острой, и это проблема вакцинации от гриппа. То есть проблема как бы забота о нашем здоровье, но при этом очень многие отказываются от вакцинации. Почему? Боятся. Мало ли какие последствия, все равно я после этого болею, а зачем мне это надо? И так далее. Вот это ситуация, которая пока на уровне социальной рекламы не решается, как инструмент не используется. Это все пока используется министерствами, которые прямо в местах вакцинации, то есть в клиниках или в учебных заведениях проводят месячники вакцинации. То есть просто висит информация. Приходите, привитесь от гриппа, пока не наступил период активного заболевания. Люди многие отказываются. Детей своих не прививают, да, отказываются, сами не хотят. Потом, когда начинаются эти болезни, хватается за голову, почему и зачем, с чем это связано. Ну, не здесь сейчас мы, конечно, будем обсуждать этот вопрос, но это как раз та тема, которая вполне может быть дополнительно решена методами социального рекламирования. Разъяснение просто-напросто, почему это нужно делать. Дальше, по поводу рекламы негативного характера. Очень часто у нас считают, что социальная реклама должна быть шоковой, чтобы мы посмотрели, испугались, ужаснулись,
тому, во что мы можем превратиться или что нас ждет в ближайшем или не очень ближайшем будущем, и тут же прекратили заниматься тем, что нас к этому ужасному будущему приведет. В нашей стране шоковая реклама не действует. Это, причин может быть разная, но вот современные исследователи этой рекламы говорят, что это потому, что у нас сама по себе жизнь не очень гладкая, что мы постоянно находимся в ситуации какого-то стресса, какой-то борьбы за свое существование, и поэтому еще один страх, что не бросишь курить или пить, тебе будет плохо, он уже не работает так, как это задумано создателями. В нашей стране действует другой посыл. Не напугать, а создать альтернативную реальность. Показать, как можно и нужно жить без этой пагубной привычки. И только в этом случае мы можем, следуя за героями этих роликов рекламных, попытаться задумываемся о своей жизни, попытаться изменить ее в сторону «я тоже хочу так». Вот заметьте, что сейчас стало модно говорить о ЗОЖ. ЗОЖ – это здорово, да, то есть здоровый образ жизни, курить – это, значит, не модно, пить – это не модно. Сколько лет этот посыл внедряется в наше сознание, чтобы сейчас, наконец, он стал потихонечку влиять на поведение, во всяком случае, молодежи. Стало модно заниматься спортом. В нашем, например, университете очень много спортзалов, очень много учебных корпусов, спортзалов. Все без исключения спортзалы заняты от 8 утра до 8 вечера. И заняты именно различными секциями, куда ходит молодежь студенческая. И им это нравится, и они считают, что это здорово. Не хочу сказать, в смысле, не могу сказать, что все бросили курить, но и эта тоже ситуация решается. Но помимо того, что на территории кампуса просто нельзя пить и курить, но еще и работает пропаганда, которая в том числе инструментами социальной рекламы эту мысль до нас доносит. Поэтому, если мы говорим о социальной рекламе, мы должны помнить, что, во-первых, она не коммерческая, во-вторых, она не должна показывать атрибуты, против которых она борется, потому что они провоцируют на самом деле употребление, а не способствуют отказу от него. Она не должна содержать темные, черные, пасмурные, шокирующие информацию или тона, и она не должна быть слишком морализаторской, слишком навязчивой. Мы не любим с вами люди, когда нам указывают априори, что мы обязаны сделать так или иначе. Она должна нас подвести к тому выбору, который будет выгоден и нам с вами, и обществу в целом. Поэтому смотрим, думаем и решаем.